История о добре и зле, милосердии и равнодушии. В Чебоксарах большие гастроли Центра театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. На сцене Чувашского государственного театра оперы и балета состоялись две премьеры спектакля «12», срежиссированный самим маэстро. Оба дня аншлаг. Ближе к премьере билеты уже было невозможно достать. На постановке побывала наша съемочная группа. О создании драмы и ее особенностях с Никитой Михалковым поговорила моя коллега Анна Центовская. Я против. Против обвинения. Так, 11 за виновен, 1 за невиновен. Когда судьба одного человека полностью в руках других. 12 присяжных решают, виновен ли 18-летний юноша в убийстве своего отчима, офицера российской армии, который воевал в Чечне. И здесь все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона? Целый день споров, аргументов и переживаний персонажей в постановке, более 3 часов на сцене в реальности. И они пролетают незаметно. Для меня спектакль дорог тем, что и те, кто сидят в царской ложе, и кто на галерке, они каждый получают свое в этом спектакле. Вот в этом есть единение. В этом есть единение. Поэтому, наверное, в связи с этим как раз и это время пролетает достаточно быстро. Для усиления драматического эффекта в постановке используются и кадры из одноименного фильма. Они проецируются на прозрачной сетке на переднем плане. Все действия актеров за ней. Сам Никита Михалков играет председателя и большую часть спектакля сидит спиной к зрителю. У каждого присяжного своя история, личные переживания, которыми они делятся с залом. В постановке заняты народные артисты Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. С опытными мастерами на одной сцене играют и молодые актеры. Я убежден, что этот спектакль нужен стране. Немного спектаклей, где люди всерьез разговаривают. Развлекают, да, эпатаж, да. Так сказать, стёб, да, все есть. Чтобы умный, философский, скучный разговор тоже, да. Когда это вместе соединяется то, что в то, как, и когда это соединяется и берет за душу, это принципиально. И это для нас очень важно. Про всех и для каждого, так описывает постановку режиссер. И с этим трудно не согласиться. По окончании драмы зрители еще долго аплодировали и кричали «Браво!». Спасибо вам. Выходя из зрительского зала, многие вспоминали свои моменты из прошлого. Продолжали размышлять о цитатах героев и обсуждать происходившее в драме. Мне лично очень понравилось, очень. И смеялась, и плакала. Это бесподобно. Просто на нашей сцене видеть такие мировые актеры, такие личности, затронули струны души сегодня. Замечательно. Мне кажется, вообще на фразы, на какие-то цитаты можно разобрать. Прям хотелось записывать. Спектакль давно не ходил, а вот это интерактивное, то, что на заднем фоне там видео идет, все очень интересно и хорошо играет. Игра вот этих человеческих эмоций, когда рассказывается история каждого, когда переживаешь тоже, что из своей жизни тоже что-то вспоминаешь, какой-то параллель идет. Мы уходим, наверное, в свои мысли, в свои эмоции и в свои небольшие трагедии, которые могли произойти в жизни у каждого. Очень неожиданная постановка. Актеры все знакомы практически. И какой-то вот этот столичный шарм или просто открытие сезона, очень нравится все. Необычно. Очень уважаем Михалкова и преклоняемся как режиссер, как политический обозреватель, как вообще чудесный человек, глава семьи. Поэтому решили обязательно сходить. Чебоксары стали последним городом в больших гастролях команды Никиты Михалкова. При этом режиссер отметил, что в будущем с радостью привезет в Чувашию еще свои спектакли. Анна Центовская, Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии.